суды длятся уже много лет, уже 5-6 лет длятся и никак не заканчиваются. Наши квартиры стоят на аресте. И поэтому мы хотели бы обратиться к нашему президенту, чтобы он понял нас, выслушал нас. И наше чаяние, наше сердце уже переживает, потому что мы все можем остаться на улице. Эти коррумпированные суды, там, коррумпированные какие-то чиновники занимаются там, куплей-продажей, будем говорить, вот этих решений. Потому что то в одну сторону решение принимается, то в другую сторону решение принимается. Мы простые жители, и мы хотели бы, чтобы была справедливость, и мы добросовестные покупатели этого жилья. И мы хотели бы, чтобы нас оставили в покое или сняли аресты с наших квартир. Эти истцы, которые подают, значит, хотят, я так понимаю, что двойную выгоду получить, потому что они подали в суды на тех, кто у них рейдерством занимался, они подали на них в суд, и сейчас идет этот суд разбирательства в том, чтобы ущерб, они восстановили ущерб. Но в то же время они подают и на нас сюда в суды, отменяют наши все решения о собственности, значит, техпаспорта в госрегистре, и делают в судах так, чтобы нас лишили еще жилья. Понимаете? Мы стали заложниками несправедливых решений судей. Нас ограничили в правах. Уже 5 лет, как мы не являемся полноценными правообладателями на наше имущество. Мы не можем распоряжаться своим имуществом. Представьте себе, уже 5 лет прошло, мы не можем ни продать квартиры, ни сдавать их не можем. Ничего мы с ними сделать не можем. Потому что мы живем и боимся, что завтра придет кто-то и скажет, что попросит нас с чемоданами на выход. Потому что судьи не могут принять решение о том, чтобы просто кто-то, кто кого-то обманул, должен это возместить. И крайними хотят сделать обычных жителей Кыргызстана. Поэтому мы просим привлечь внимание ответственности. Если это случится с нами, если это будет прецедентом в нашей республике, что иностранный инвестор может прийти и не удовлетвориться ценой, которую он хотел получить за это имущество, и назначить новую цену, и назначить цену в 3 раза выше, и сказать, что если вы не согласны, либо платите, либо уходите. И если это случится 1 раз, не станет ли это практикой в нашей республике? Не станет ли это постоянно, что каждый человек будет жить и бояться, что завтра его имущество отберут, что госрегистр не является гарантом безопасности наших прав? В течение 5 лет мы уже просто устали бояться, что с нами будет. Мы и морально уже истощены. И просто действительно уже страх такой, что люди просто уже боятся этого беспредела, который творится уже в течение 5 лет. Мы постоянно ходим на суды, хотим добиться справедливости, но мы, как видим, ничего такого не происходит. Я, допустим, лично приходила с адвокатом со своим, мы проверили все документы полностью, и все документы были законные на тот момент. И относить, допустим, меня или тех людей, которые выступали к аффилированным лицам, это совершенно неправильно и преступно, я считаю. Я считаю, что я имею право, допустим, подать на них в суд за защиту чести и достоинства и за клевету. И вообще всех жителей обвинять вот так просто, без всяких доказательств, и это вообще просто преступно, я считаю. Вообще в практике отмена акта ввода в эксплуатацию – это вообще как нонсенс. Да? Это один из таких важных документов, когда дом готов к сдаче, когда любой гражданин может купить это имущество, да? И самый основной документ, он отменяется решением суда. В настоящее время в Первомайском районном суде идет уголовное дело в отношении тех лиц, которые были привлечены по мошенничеству и коррупции в отношении данного дома. Однако один из учредителей компании БЛС обращается к гражданам, жителям, собственникам этого дома с гражданскими исками о признании договоров купли-продажи недействительными и возврата своей собственности в компанию. Что вообще вот просто, да, меня как юриста возмущает. Уголовное дело не окончено. Сколько оно будет еще идти? Решение по нему никакое не принято.
не признаны лица виновными. Ущерб, да, он установлен, но, извините меня, приговора нет или постановления, судебного акта нет. В настоящее время он обращается в гражданском порядке с исками, но как суды могут принимать данные гражданские иски, когда они должны были приостановить до решения уголовного дела? Просто возмутительно. Уважаемый президент, жители этого дома обращались к вам, но ответа пока еще нет. Я военный пенсионер, я свою всю молодость отдал защите Родины Советского Союза. А сейчас получается что? Я ничего, не заработал, что ли? Сколько стариков, женщин, детей маленьких. Поэтому еще раз обращаемся к президенту. Помочь нам, все мы ждем от президента решения, кардинальное решение ждем. Люди живут здесь, они не спят. И каждый день думают, когда выселят, это нехорошо получается.